Это большой документ. Он основывается на нашем отчете, я имею в виду отчете правительства, государства по УПО, универсальном периодическом обзоре. Он предусматривает как вопросы изменения законодательства, так и разработки новых актов, вопросы обучения, связанные с недопущением пыток и так далее. На сегодняшний день я хочу сказать, что поскольку мы уже с вами и говорим по поводу пыток, я отслеживаю и средства массовой информации, сказать, что их нет, мы не можем, естественно. Они существуют. Лица, которые по каждому факту ведется расследование. Ни один факт применения пыток без проверок не остается. Поэтому, если вас интересует какой-то конкретный факт в отношении кого-то, в любом случае проверки этих фактов проводит прокуратура. Мы сейчас меняем статью 143 прим. 1 Уголовного кодекса и приводим его в соответствии с требованием международного сообщества относительно того, чтобы ужесточить наказание лиц, которые применяют пытки. Мы и на это пошли. Мы и сначала и статью саму поменяли, вернее, ввели в связи с этими обязательствами, сейчас идем и на эти вопросы. Давайте так, из-за того, что есть наказание, преступление, оно не исчезает. У нас есть наказание за убийство, а сколько убийств у нас в год происходит? То есть недостаточно, получается, недостаточно того, чтобы только установить наказание в виде какого-то там уголовной либо какой-то ответственности. Поэтому вопрос и работа должна вестись во всех направлениях. И обучение, и введение этих стандартов, и изменение нормативных правил. Я лично сторонник того, чтобы вопросы регулировались только законом. То есть мы работаем в этом направлении и занимаемся только правотворческой деятельностью, связанной с искоренением либо исключением возможности принятия. Сегодня, если я не ошибаюсь, по-моему, 5 статей содержат такое наказание, но в принципе оно не применяется. Поэтому то, что мы будем отменять смертную казнь, я думаю, вы внимательно изучили, и в посланиях президента было, и поручение есть группа, которая сейчас занимается именно вопросами претворения в жизнь вот этого моратория. Но нужно иметь в виду, что у нас смертная казнь, она, скажем так, по вопросу смертной казни есть две различные позиции, как бы. Кто-то считает, что без конституционной реформы нельзя применить, либо отказаться, поскольку по Конституции у нас идет, что смертная казнь применяется только в случае за особо тяжкие преступления. Но есть группа, которая полагает, что можно решить вопрос отмены смертной казни без конституционной реформы. То есть сам международный правовой акт дает возможность государствам присоединяться к ним с оговорками. И одна из таких оговорок — возможно применение смертной казни только в военное время. Мы изучаем сейчас оба эти варианта, группа работает, я думаю, что однозначно, что будет вопрос решен, но в таком варианте это будет выяснено попозже. Что касается пожизненно приговоренных, их у нас сейчас более 50 человек. Условия, которые они содержатся, соответствуют тем стандартам, законам, которые у нас существуют. Вы в курсе, что мы сейчас строим еще одно новое учреждение, это на сторону Вахдата, района Вахдат, для отдельной категории. Мы принимаем меры для строительства. Естественно, мы нуждаемся в помощи для строительства современных учреждений. Наши учреждения, административные учреждения построены, я уже несколько раз говорил, в прошлом веке. Поэтому в этом вопросе, конечно, мы готовы сотрудничать, если кто-то проявит интерес в оказании помощи в этом направлении.